Друзья, всем большой привет. Понедельник, 15 декабря. Погода дрянь. Выходные провел дома, потому что в кругу семьи дома тоже надо побыть. Тем более погода вот была уже такая же, 2 дня мело. Чистил снег во дворе. Выпало, не знаю, сантиметров 30 снега, наверное, за эти 3 дня. И вот продолжает, вот как мы видим, видимость 0. Метель со снегом не прекращается уже 3-й день. Приехали на проверку палок. Снасти поставлены, проверять надо, потому что если налим глубоко заглотил, он подохнет. Язю-то ничего не будет, он редко когда заглатывает. А вот налим может и хариус могут испортиться. Как мы видим, полыня, которая выше, до сих пор открыта. Огромная полыня. Метрах 300, наверное, от меня. И это очень плохо, потому что шуга, которая от них идет, до сих пор будет забивать наши палки, наши крючки. Часть, скорее всего, не попадает вот ближе к берегу. Ближе к тому тоже, а посередине, не знаю. Выстоим, не выстоим, будем проверять до последнего, потому что место хорошее, камушки, вода падает, и рано или поздно, я так думаю, рыба здесь должна ловиться. Ждем, когда закроется эта полыня. Не знаю, как это у нас получится. Северяк, надо будет стоять против ветра, вот так вот, вот так вот. Попробуем. До обеда ездил за живцами, взял живцов с ловушек. Ничего не снимал, потому что так погода была такая же. Вывез и сразу же сюда приехал. Часть оставлю сейчас в тюрьму, вот 5-литровую, небольшой запас. Остальное оставим на проверочку. Начинаем проверку. У природы нет плохой погоды. Рыбачим в любую погоду, несмотря ни на что. Поехали. Так, приготовил 2 палки. Сейчас мы это проверим по-светлому. Потом, пока малявок, все это живцо уберем. Дальше будем проверять под фонариком, потому что невозможно. Так, что у нас тут есть? Ничего-нибудь. Что-то небольшое есть. Живец, налимчик, наверное. Да. Ладно, разберемся с тобой. Оба малька живые. Это оставляем. И проверяем следующую. Крупного налима мало. Зато живцов километров. Вот куда они деваются? Крупный. Мелочи очень много. А крупного мало. Здесь тоже пока ничего интересного. Все пусто. Так, все. Пока выключаемся. Перекидываем живцов в банку. И потом уже будем проверять, одев фонарик. Жесть. Я не знаю, смогу ли я сегодня все проверить до конца. Но таких условий давненько не было. Может быть, даже никогда. Даже мороз нормально было. Но сегодня это что-то с чем-то. Ветрище, но проверить надо. Жесткая проверочка сегодня, жесткая. Еще и пустая, блин, и живцы на месте. Не на месте стоят. Ладно. Нас не сломать. Да.
жестковато. В общем, проверяю 5 палок. Это у нас такая. Раз, два, три, четвертая. Если результат будет нулевой, оставим до лучших времен. Нахрен. В такую погоду это невозможно. Я не враг своему здоровью. Налима нет. Так что проверим, когда ветра не будет. Не знаю, видно, не видно. Но плывет шуга вон. Снежная шуга. Я сначала испугался, думаю, что проплыло. Это с верхней полыни падающий снег идет туда. Какая нахрен может быть рыба, если вот такая хрень плывет по всей толще воды. Если сверху полыня, то никакой рыбалки не получится. Все шугует. Друзья, что как видно, но в общем это 5-я и последняя палка. Я не враг своему здоровью. Выдувает насквозь, руки коченеют. Ураганный ветер, метель и минус 15. Но это 100% погода не для проверки. Что-то я не подумавши, хотя прогноз посмотрел, вроде бы ветер не очень сильный был. Но, как оказалось, я ошибался. Так, здесь у нас тоже никого нет. Живец вроде бы даже живой, еще один. Одного украли и один подох. Все, друзья, сматываем удочки. Увидимся завтра, как погода будет. Ничего страшного, подохнут так подохнут. Собаки скормим. Но это невозможно. Невозможно. Даже вдохнуть не могу, перекрывает дыхалку. Стоит только повернуться к ветру. Сразу все замерзает. В общем, никаких условий. Все, на сегодня вот такая короткая рыбалка. Увидимся завтра. Сейчас эти 5 палок наживлю. Вернее, 4 наживил уже. 5-ю наживлю, отпускаю и домой. Ну что, друзья, продолжим. Ночь прошла, прошел ветер, но минус. Температура отпустилась до 25 градусов. Минус 25. Но днем, по прогнозам, смотрел, должно опуститься до минус 23. Может быть, сейчас минус 23 есть. С утра было минус 25. К ночи опять будет уже 27 градусов ниже 0. Но хоть ветра нет, уже хорошо. Так что, надеюсь, сегодня получится у нас все проверить. Ожидаемо, конечно, будут уснувшие налимы, потому что уже 3-й день прошел. Ну, собаке тоже надо кушать. В общем, не теряя ни минуты, сейчас идут самые короткие дни. В Воркуте, в нашей республике, началась полярная ночь. Солнце уже не встает. До конца декабря оно вставать не будет. Световой день там часа 1,5, наверное, не больше. У нас где-то часа 3, может быть, 3,5, так. В общем, проверять будем, досматривать под фонариком. Ну, нам уже не привыкать. Главное, сегодня нет ветра. Я так думаю, проверка должна получиться. Поехали. Сейчас заберем здесь живцов и начнем проверять с того конца. Потому что здесь мы 5 палок вчера проверили. В первую очередь надо проверить те, которые не проверены. Потом уже здесь проверим. Так. Здесь у нас никого. Так, ладно. Так. Видно? Было бы что смотреть еще, скажите, да? Так, до сих пор шуга еще прилипает к палке. Не знаю.
Когда уйдет, когда полыня закроется, тогда и уйдет. И никого. И никогошеньки. Так. Ёшкин ты кот, блин. Вон что творится. Что ты дергаешь, что ли, еще? Или что это было? Непонятно. Да, что-то дергает. Ух ты! Вот это подарок судьбы. Гляньте. Вот это. Сколько лет рыбачу. Такого красавца еще не было. Вот это окуняра. Вот это да. Сколько в нем? Ну, килограмм по-любому будет. Килошка точно. Блин, нет весов. Буду дома, обязательно взвешу. Ну вот мы и дома. И как я вам и обещал, сейчас мы произведем контрольное взвешивание вот этого монстра. В Телеграме выставлял фотографию. Какие только веса не писали. То килограмма нет, то кто-то там ловил 900 грамм. Это вдвое больше. Ну, давайте не будем гадать, а посмотрим. Я прямо на льду уже говорил, что не меньше килограмма это точно. И сейчас мы с помощью электронных весов узнаем вес этого речного монстра. Где-то, может быть, в Якутии или еще где-то там в порядке вещей такие окуня. У нас это редкость. Хотя, по слухам, сам я не видел, говорят, что окунь достигает на Печоре до 2,5-3 килограмм. Но пока я сам не увижу, не поверю. Это какой же он должен быть? Иван Григорьевич говорил, что ловил 2 килограмма вроде бы окуня. Врать не буду. Но тоже он говорит, катал меня на резиновой лодке. Летом на спиннинге он поймал. Вон, по нулям. Так. Раз. Так, и сколько тут? Кило 200 вижу. Кило 260. Кило 260, видите, да? Зафиксировалось. Но это он уже замерз, усох. Ну, немножко тут снежка. Так что плюс-минус так и есть. Кило 260. Это мой теперь личный рекорд по окуню. Кило 100 был у меня рекорд 8 лет. На удочку я поймал окуня на малька на озере. И в прошлом году весной на продольнике что-то было вот похожее на этого окуня. Видео у меня почему-то, видеофайл, как я поднял на продольник, исчез при перекачивании. А фотографии, как взвешивал возле дома, есть. Это видео где-то на проверке весенних продольников. Это было в прошлом году весной. Примерно где-то такой же был. Точно не помню, но где-то примерно вес такой же. Сейчас, если я найду, ссылочку в комментарии напишу на это видео. Чтобы посмотрели, что это такой, второй такой окунь у меня уж большой. А так, красавец. Ловится плохо, но вот такие экземпляры радуют. Сколько лет рыбачу, но грамм по 700-800 попадали, но вот такого красавца еще не было. Вот это окунище. Я и летом-то, наверное, такого не ловил. О-хо-хо, морской черт. Янцкадан. Вот, подняло настроение аж. Красота. Красотище. О. Вон даже шире корыта.
Вон какой корыто шириной. Он шире корыта, вон хвост торчит. Вот это окунище, блин. Как он там в этой шуге плавает, хрен его знает. Я еще тут отколачиваю, блин, понимаешь ли. Здорово, давайте сразу посмотрим вторую палку. А нет, сам шуги много замерзнет. Закинем эту, пока не замерзла. Потом проверим. Ну вот, день не успел начаться, уже темнеет. Чтобы засветло приезжать, надо выезжать по темноте с дому. Но пока мелкого в школу отвезешь, пока то да сё, пока снег почистишь. Одно, другое, третье. Ой, как намерзает на палку. Приезжаешь уже поздно, день не заканчивается. О, здесь живец и больше никого. Так, следующая палка у нас уже будет под фонариком. Так, не знаю, насколько выдержит камера. Что-то начала глючить уже. На морозе вообще GoPro работать не хочет. Окунь нас обнадежил. Но не больше. Что творится с палками. Кобзец полный. Так, друзья, мороз не дает снимать ничего. В общем, камера замерзает. Сейчас отогрел ее немного за пазухой. Вроде съемка пошла. В общем, кроме этого здорового окуня, вон то, что поймали, попалось еще два язя. Два язя. Язи поменьше этого здоровяка. Сейчас по-быстрому будем проверять по 3-4 палки. Лунки заранее он приготовил, они сразу же на ходу замерзают. Так, что-то здесь закрутило. Что-то было, что-то есть даже. Язь. Один язь. Язь это тоже хорошо. Наживлять буду потом камеру за пазуху. И потом сам наживлю. Главное быстренько проверить, чтобы показать, что рыбу я не в магазине купил, все-таки я поймал ее. Мороз крепчает. Так, здесь никого. Натяжки нет. Вытащим потом. Время, чтобы не терять. Мороз крепчает, кислорода мало. Аж вон пальцы прилипают. Так, здесь вроде бы натяжечка есть, нет? Что-то небольшая. Не, тоже нет. Ладно, потом разберемся. Вон четвертая приготовленная палка. Проверяем, убираем камеру сразу за пазуху. Пусть греется, пока все наживлю. Пока закопаю лунки. Так, здесь что-то вроде бы небольшая натяжечка есть или что, не понял. Или трава. Трава, тоже ничего нет. Все. Здесь пусто. На 4 палках ни души. Язь. Один язь на первой палке был. Все, теперь по-быстрому наживляем. И идем готовить лунки дальше. Так и будем, потому что когда камера постоянно на голове, замерзает и не работает. Выключаемся. Так, ну что, возьмем крючок. На всякий случай. Без крючка бегаю, сажу. А вдруг? Приготовил, отдолбил еще 4. Так, надеюсь, видно. Так вот, да? Надеюсь, да. Лишь бы не выключилось. Так. Что-то крутануло, натяжечка есть. Так, тут живец. Ума.
или не кума, не знаю. Опа, опачки. Язёчек. Ну, хотя бы на каждую четверку, если язёк будет, уже хорошо. Так, ты не притворяйся, давай, шевелись. Пригодишься еще для живца. Появилась вода, выдавила. Правильно, столько снега выпало. Это же какой вес. Вот и давит воду наверх. Это... На снегоходе не покатаешься. Так, здесь у нас тоже натяжечка есть. Тоже язёк вроде бы, да. Язёчек, дружочек. Это когда налима нет, так хоть языки кормят. Вот такая красота. Так. Третья палочка. Только отдолбил, почистил. Лунки уже затягивает. Махом. Мороз 30-ку точно, наверное, уже давит. Хорошо, еще ветра нету. Опа, здесь тоже у нас натяжечка. Тоже, походу, язёк. Ой, сорвется этот. Нет. Один. Два. Здесь два. Дуплет. Ладно, покуркайтесь. От Янцкадан. 4 палки, 4 язя. Это у нас рыбалка палками на язя, а не на налима получается. Налим ушел опять куда-то на дальний кордон. Хоть язи пришли, язи это тоже хорошо. Язь кормилец. Так. Ну, здесь что-то тоже есть небольшое. Это живец. И все. Ладно, отпускаем живца. Вот. Все, теперь наживляем, отпускаем и прячем камеру за пазуху. 4 язя плюс. Так, приготовил еще 4 палки. На этот раз будем проверять слева направо, потому что это 4-я сразу унесло течением, или кто-то дернул, или просто течение здесь сильно. Сейчас проверим. Нет, просто течение сильно. Никого. Так, это тоже колбасит. Тоже, наверное, течение. Только-только почистил, уже лунки замерзают на ходу. И трава, травушка-муравушка. Так, что у нас там? Да, натяжечка есть здесь. Что-то дергает. Язевая поклевка. Так. Все. Все. Есть язёк. Первый. Так. Энцкадан. Один язь на 2 палки. Еще 2 в запасе. Ну-ка, что здесь? Здесь у нас сломанная палка. Бля, откуда эта трава, блин? Зимой. Так, что у нас здесь? Что-то непонятно. Скорее всего, трава. Да, это трава. Может быть и нет. Нет. Язёчек. Язёчек. Подвязок. Даже не понял сначала, что и как. Вот такой вот подвязочек. Небольшой, консервный размер. И 4-я палка. С нее мы и начнем наживлять. Так. Налима нет
Совсем. Он даже маленький живец, и тот подох, никого нет. Пусто. Только язики. Ну и на том спасибо. Язь тоже хорошо. Еще партиечка приготовлена. Что на этот раз? Так. Здесь натяжки. Нет. Да бля, еще и зацепилась. Нету, короче, потом отцеплю. Без натяжки. Не будем тратить драгоценное время. Надо все делать быстро, пока тепленькая камера. Иначе махом на таком морозе крякнет. Вообще не хочет мороз работать. Так, здесь у нас что-то дергает. Дергает и дергает. Вот цепляет об лед. Язёчек. Так. Ладно, потом отцепим. Один есть. Так, здесь у нас палочку колбасит. Лунка уже замерзла. Только-только почистил. 30-ка есть по-любому, не меньше. Так, что у нас тут? Тоже натяжечка, да? Язычек. Налимчик. Налимчик небольшой. Но для живца, наверное, будет крупный. Ладно, пока отпускаем. Там видно будет, порешаем. И 4-й. Ну, давай крупненького, хотя бы 3. Не жмись. Никого. Тоже язёчек. Один хорошенький язёк. Ну, поменьше нашего окуня, по-любому. С окуня еще ни одного язя в этом году даже в сезоне не было. Вот. Ну, нормально. Не пусто, и то хорошо. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Дай налима нам на Новый год. Человек хороший. Поехали. Приготовили еще. Я уже потихонечку. Крышняк походу едет. Мороз, мне кажется, еще сильнее стал. Судя по дыхалке, дышать тяжело аж. Фу. Ну, налима наколдовали и не наколдовали. Налима не знаю, но язёк идет. Не знаю, дойдет, не дойдет, но пока идет. Дошел. Так, малявки кулума. Так, ладно. С вами потом разберемся. С вами потом разберемся. Первый есть. Налимчик, налим. Новогодний налим. Что-то в этом году быстро они кончились. Пару дней половилось и все. 2-я, 3-я проверка вот в начале декабря. Прошлый год веселее было. Так, здесь что? Мелкий налим, походу, или язёк? Язёк, наверное. Да, это язь. Язенький. Ну, хоть языки радуют. Почти на каждой палке. Ох, здесь унесло что-то палку. Еще чуть-чуть и потеряли бы. Глубоко течение. А язи есть. Везде они плавают. Саранча печорская.
Здесь нет, здесь никто не плавает. Никто не дергает. Никого. Никого. Так, третья пустая, 2. Здесь, значит, 2 езда должно быть. Или налим. Рогатка. Давай, рогатка, налим. Не, натяжки нет. Значит, и налима нет. Никого нет. Все, убираем камеру по-быстрому, чтобы не замерзло. Ну вот, еще поработали. Камера немножко согрелась. По-быстрому сейчас проверим. Надеюсь, получится заснять нашу рыбалку сегодня. Так, здесь натяжечка есть у нас. Есть натяжка. Непонятно кто. Опять утащила вверх. Блин. И цепляется об крючок. Так. Язденький. И 2 живца. Живцов отпускаем. Язеньки забираем. Так, поплавайте пока. Так. Так, полежи пока здесь. Сейчас, может быть, тебе братана достанем, чтобы тебе не скучно было лежать на снегу, загорать, чтобы было веселее. Так, что, братан, есть? Нет? Нету братана, нету. Так что поваляйся один. Так, ну-ка здесь. Ух ты, уже замерзло все. Так, здесь что-то дергает, непонятно. Налим, что ли? А мы крючка не взяли. Что-то дергает хорошенькое. Раз. Ты что ли так дергал? Ну ничего себе у тебя дури, блин. Понятно, что с вами. Второй язенький. Ну хоть яськи радует. Хоть язи радует. И на том спасибо. Ну нет налима, где я его возьму? Ух там. Зашуговано все. Никак не может шуга прочиститься. Все везде зашуговано. Все зашуговано. Так, что у нас здесь? Что-то запутано все. Живец. И походу язентий. Ну-ка. Да, он самый. 3 язя. 4 палки, 3 язя. Красота. И наша корыто потихонечку наполняется. Ну вот, еще проверили. Теперь это все дело наживляем, отпускаем и греем камеру. Ну вот, наконец-то последняя 4. Отдолбил, приготовил все. Мороз крепчает. 30-ка. Сейчас с Ромкой говорил по телефону, говорит, 30-ка уже есть. На реке, это там в поселке 30-ка. На реке ждут еще больше, наверное, 33-34, наверное, где-то. Жесткая проверка. Хорошо, хоть ветра нет. Ну все, пока батарейка не села. Проверяем последнюю 4. И валим. Надо еще урагана согреть. Лишь бы ураган завелся. Такой мороз-то он остыл уже за целый день. Целый день ушел. Или здесь, или нигде. Налима так мы сегодня и не увидели. Так. Налима не увидели. Налима не увидели. Вон налим. Как это не увидели, блин. Дрищ пакет. И там покусанный малек. Вон, отгрызли пол малька. Это, наверное, язёк. Ну, что с этим делать налимом, а? На живца он точно не пойдет. Заглотил
Ну хоть его возьмем уже, что. На уху или на жареху, хотя бы он даже желудка заглотил. Кто бы что говорил, отпускать, не отпускать шнуриков. Смысла отпускать. Все равно подохнет. Такой. Даже полкило, наверное, в нем нету. Вот тебе и налим, весь налим. Так. Здесь у нас живцы. Вон лунки. Только-только долбил, уже все, он замерзло. Здесь у нас живцы. И что там? Ну, что-то тоже небольшое. Язёк. Язёк. Ну, что и зацепился, бляха. Ушел. Об шугу зацепилась. Второй язёк был. Пока это шугу отцеплял, ушел язь. Он до сих пор вот такими пластами идет шуга. Ну, повезло язику, значит. Язику, значит, повезло. Так, разберемся потом. Так, эту мы уже третью проверили, живцу отсюда взяли, ничегошеньки там не было. И вон последняя, четвертая. Ну, или здесь, или нигде. Язя можно было, конечно, рукой взять. Вон, опять тоже шуга, малыш, живец. Вон, никого, короче, нету. Все. Так, ну чё мы имеем? Где там у нас язь-то тут? Где у нас тут язь? Вот он язь. И там налимчик еще где-то. Вот, налимчик. Налить такая пошла по реке. И вот язь. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Ну вот, вываливать не буду, потому что они четко уже так замерзли. В принципе, вы сами все видите. Пол корыта язей и один налим чик. Там еще вроде бы один где-то был небольшой. Так что вот так. Если вывалю, потом они так уже не уложу, и они уже в корыто не влезут. На этом все. Заканчиваем. Наживляем, отпускаем. Завтра на речку не идем. Завтра у нас мороз. Послезавтра до обеда мороз. После обеда метель. И там что-то до минус 18, что ли. Если получится, послезавтра придем и проверим. Завтра 100% выходной. Сегодня вот так вот мне досталось. Ну, язь кормилец. Хоть язя наловили, и то хорошо. Бывает и такая рыбалка. Ну, а теперь давайте прощаться. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Обязательно увидимся.